10 лет уже инвалидность, у нас ревматоидный артрит, прогрессирующий, у нас деформация костей. У нас очень много болячек, мы на гормональных очень много лет, и на фоне вот гормональных препаратов у нас туберкулез образовался. И вот мы уже год боремся с туберкулезом. Закрытая форма, но и тем не менее. Мы очень сильно болели, мы уже 2 года вообще из больницы вообще не вылазим. Постоянно лежим в больнице, у нас то где-то язвочка прорвется, то где-то гной вот так из-за ревматоидного артрита. Мы были в Москве, в ревматологическом институте, мы были в Питере, из-за легких, где мы только не были. Мы все прошли, что нам советовали. Один врач говорил одно, другое. Вот все перепробовали. Смирились как-то, но он работал 2 через 2, ну просто после смены он эти остальные 2 дня вот просто лежал, отдыхал. Семью надо обеспечивать, у нас 4 детей маленьких, поэтому вот так как-то мы жили на гормональных препаратах. Потом вот эти последние 2 года вообще не том, что работать. Если бы он ходил, это уже, если он утром встанет и пойдет умыться в ванну, это уже для нас было что-то, если он сам туда пойдет. И вот лежим и сейчас мы по сей день лежим в туберкулезном отделении. Но месяц назад вот нам посоветовали Мадину. Мы начали принимать, пришли домой сразу с вечера, мы сразу начали принимать. Прошло где-то, наверное, 2 дня, у него там, он болел, он лежал, еще сильнее начал болеть, о чем нас Мадина предупреждала, что реакция будет, она должна быть. И на 8 дней прошел, на 9-й день он встал, он уже на машине, в больницу, там не лежит. Утром уезжает, вечером приезжает, просто отмечается. Вот лекарства, которые ему дают, он не принимает, он их собирает, скорее всего. Вот пьем только вот это. И единственное, пьем гормональный пока еще. Он еще их не убрал, вот уже 3 дня он половину убрал и уже наполовину. А так раньше это вообще его убрать, это вообще невозможно было. Потом у нас на маленьком пальце уже вот 2,5 года гной. Это из-за того, что у нас вот пальцы ног сместились вот сюда и давят на вот эту маленькие пальчики. Поэтому он туда воздух вообще не поступает, и поэтому постоянно он натирает и гной. И из-за этого вот мы в Москву поехали, нас из-за этого оттуда, я помню, 2 года назад обратно прислали, потому что с каким-либо дефектом на коже там вообще не принимают. А вы сказали, там стриптоцит, там мази, там вот все, что изо рта врачей выходило, мы все делали. Вообще мы носим 45 размер обуви, но мы уже много лет 45 одеваем, потому что из-за деформации костей это вообще невозможно другое. И только сеточные обуви. Зимой это обычная тряпочная обувь, а летом это сеточная, и даже тапочки не может, потому что тапочки тут она твердая, и поэтому тут косточка большая, и они жмут. А теперь вот, я вот Мадине как раз позавчера говорила, мы белые носочки уже одеваем, обувь мы уже одеваем, у него там косточки есть, деформация есть, но они не болят, самое главное. Это вообще, я говорю Мадине... И размером меньше взяли сейчас, он сам не толстый, но упитанный был, а сейчас он уже и чуть-чуть скинул, на фоне гормональных уже набирающих вес. Его лицо еще, чуть-чуть большое, но, да. А вот насчет анализа, что вам сказали? Да, у нас вот анализы, мы же их каждую неделю сдаем. Вот мы анализы сдавали, у нас все время все плохо. А вот буквально 2 недели назад ревматолог, все пришли, и всех привели, и все сдали. И ревматолог, она вообще в шоке была от этих результатов. Она говорит, своим диагнозом, я не пойму, настолько анализы были хорошие. Она говорит, вообще воспалительного процесса у вас нету. Вот все идеально. Вот,